Главные события среды 27 сентября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Вот основные темы выпуска. Оценка общей работы на благо развития республики. Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии. Торжественные собрания, возложение цветов и праздничной осохой в Якутии отметили День государственности. В честь праздника 5 школьникам столицы торжественно вручили первые паспорта. Подобные мероприятия в республике становятся доброй традицией. Узнать свою предрасположенность к той или иной профессии. Проект «Профмаршруты» стартовал в Якутске. Когда танцы объединяют, в Якутске открылся офис сразу двух спортивных федераций – художественной гимнастики и Союза танцевального спорта. Айсен Николаев вступил в должность главы республики. Церемония по традиции началась с внесения государственных флагов Российской Федерации Якутии к Конституции республики. Айсен Николаев принес присягу на 2 государственных языках, который поклялся добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать законодательство Российской Федерации региона, защищать национально-государственный статус республики и ее интересы многонационального народа, уважать права человека и гражданина. Своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. По традиции, церемония вступления в должность главы Якутии состоялась в Государственном театре оперы и балета. На нее были приглашены более 600 человек. Старейшины, ветераны, руководители крупных предприятий, главы районов, деятели культуры, образования, здравоохранения, представители молодежи, общественники, члены правительства, народные депутаты и многие другие. Мы как молодежь, как молодая гвардия, как профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального университета, мы всецело поддерживали нашего лидера нашей республики, нашего Ильдархана во время выборов, во время праймерис. Ну и хотел бы сказать, что при поддержке Айсена Сергеевича очень многое делается для молодежи. Это открытие различных центров, IT-направления. Но именно для нас, да, для активной молодежи, для волонтеров, это грантовая поддержка главы республики. Мы каждый год участвуем и каждый год становимся победителями, да, различных направлениях. Я очень благодарю и ценю это направление. И, конечно же, личное внимание Айсена Сергеевича. В своем выступлении Айсен Николаев поблагодарил якутян за то, что ему доверили руководить республикой во 2-й раз. Цитата: «Это большая честь для меня и оценка нашей общей работы на благо нашей Якутии». Конец цитаты. Напомню, за действующего руководителя республики проголосовали 75,77% избирателей. После торжественного мероприятия все присоединились к праздничному осоху, посвященному и Дню государственности. Я рада, что у нас остался на 2-й срок Айсен Сергеевич, так как мы очень плотно, деловая Россия, опора России, торгово-промышленная палата, плотно работали предыдущий срок Айсена Сергеевича. И в данный период, когда в принципе идет толчок большой для развития бизнеса и предпринимательства в целом, конечно, хотелось бы пожелать нам совместной работы, предпринять все силы для того, чтобы наш бизнес развивался, а предпринимательство в целом совместно с Айсеном Сергеевичем вышли на более высокий уровень развития. Важный исторический праздник – День государственности республики отметили сегодня и в столице Дальнего Востока. В арт-галерее, где в настоящее время проходит выставка графики и живописи Ирины Микумяновой под названием «Моя Якутия. Полеты», студенты Дальневосточного федерального университета и представители студенческой общественной организации «Кискейл» совместно с работниками постоянного представительства Якутии по Дальневосточному федеральному округу присоединились к празднованию значимой даты. Ребята спели якутские песни, а также поиграли в якутские настольные игры. Уважаемые земляки и жители республики, поздравляю вас с Днем государственности нашей республики. Результаты достижения республики
вот, как внутри республики, так и за ее пределами. И мы тоже стараемся помогать представлять интересы республики здесь, за пределами. Вот. Мероприятия, посвященные Дню государственности Якутии, прошли сегодня по всей республике. Нерюнгри не стал исключением. Там прошел фестиваль мастер-классов «Заветы мира предков Саха». Подробности в нашем следующем материале. Праздник, посвященный Дню государственности, прошел в культурно-этнографическом центре города Нерюнгри. Гостями праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья, которые с большим интересом узнали о государственных символах Якутии, полезных ископаемых и географических особенностях региона. 27 сентября сегодня День государственности Республики Саха-Якутия. И, конечно же, это мероприятие несет в себе огромный патриотический смысл, пожалуй. Потому что сегодня дети знакомятся не только с традициями, с музыкой, они вообще узнают очень много о своем замечательном крае. Организаторами праздника выступила и общественная организация «Саха Аймах», силами которой для ребят были организованы различные мастер-классы, связанные с традиционными якутскими ремеслами. Здесь будут проведены такие мастер-классы, как исполнение горлового пения, то есть навыки, да? Также звуки хамуса будут дети учиться издавать, да? Также будут учиться разговорному якутскому языку, узнают особенности алфавита якутского, да? Научатся изготавливать различные поделки. Это чехлы для телефонов, магнитики, обереги в точечной росписи по стеклу, да? Все маленькие гости по завершению праздника получили сладкие подарки. И, по словам организаторов, подобные встречи будут происходить и далее на регулярной основе. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Уже сложилась хорошая традиция вручать паспорта граждан Российской Федерации в дни больших государственных праздников. Сегодня, в День государственности республики, 5 школьников Якутска получили свои главные документы на сцене на площади Орджоникидзе из рук председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Все 5 отличились хорошими показателями в учебе и в общественной жизни. Вместе с паспортами граждане России получили и текст основного закона страны, Конституции Российской Федерации. Я сегодня очень счастлив, что моя дочь получила паспорт в такой знаменательный день, в День государственности нашей республики. И я хочу, чтобы она, как гражданка России, жила в мирной, счастливой, хорошей стране. Я учусь в 17-й школе, в 8 классе. И я занималась художественной гимнастикой и в IT-школе «Алтан». Я рада, что получила паспорт в такой день и стала гражданином Российской Федерации. Проект «Профмаршруты» стартовал в Якутске с 27 по 29 сентября. Любой желающий сможет пройти тест и узнать свою предрасположенность к той или иной профессии. Подробнее о проекте расскажет Марфирина Алексеева. Работа мобильной профориентационной площадки организована в рамках декады празднования Дня среднего профессионального образования. Любой желающий может пройти специальное тестирование и получить информацию о своих профессиональных предрасположенностях. После того, как интересующийся получил результаты теста, специалисты консультируют, рассказывая, куда и где можно поступить на территории республики. Образовательные организации, это 42 профессиональных образовательных организаций, у себя на местах проводят дни открытых дверей. Школьники с 27 по 29 сентября могут прийти и получить профориентационные мероприятия, консультации. Граждане, получившие у нас профориентационную консультацию, приобретают бонусом скидочные купоны, скидка номиналом 1000 рублей. Они могут у нас пройти курсы, которые у нас востребованы на сегодня на рынке труда. Больше всего опрашиваемых интересует информация по вступительным экзаменам, условиям и срокам обучения. В целом учащиеся высоко оценили проект. Мне важно знать, какое будет у меня будущее. И была интересна эта возможность узнать мою будущую профессию или хотя бы место моей профессии. Я прошла тестирование. Мне выдал результат о том, что я буду работать с людьми. Я, в принципе, рада этому результату. Я была уверена, в принципе, в том, что мне выйдет это. У меня были такие предположения. И этот тест был очень интересным и увлекательным для меня.
Пройти тест можно до 29 сентября на площади Орджоникидзе и торговом центре Туймада с 10 до 18 часов. Марфирина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. В рамках Дня государственности в Парке Победы состоялось принятие присяги воспитанниками кадетской школы. Данное событие проводится ежегодно и является одним из самых волнительных событий как для самих кадетов, так и для кадетской школы. Подробности в материале Даяны Федоровой. Кадетскую школу отбирают ребят с хорошей выносливостью и успеваемостью. В этом году приняли присягу 38 кадетов. Совместно с этим юноармейскую клятву приняли вновь прибывшие 28 воспитанников. Всего в кадетской школе 140 обучающихся, и все они состоят в юнармии. Принятие торжественной присяги – событие в жизни подростка волнующее, незабываемое и праздничное. Принимая звание кадета, клянусь с честью выполнить свой долг перед государством и народом. На кадетов ложится большая нагрузка, с которой они должны справляться. Помимо общеобразовательных дисциплин, они знакомятся с общими воинскими предметами, усиленно занимаются физкультурой и приобретают дополнительные знания и навыки. Мотивы для поступления в кадетскую школу у каждого свои. Кто-то мечтает о службе в пожарно-спасательных подразделениях МЧС, кто-то о службе в военно-воздушных силах Российской Федерации, а кто-то хочет быть похожим на отца и стать военным инженером. Я поступил в кадетскую школу в августе. В этом году стал семиклассником. Сдавал экзамены по физкультуре, математике и русскому языку. Мне посоветовали друзья. Они сейчас тут учатся. И еще я хотела пойти по стопам отца. Он был капитаном полиции. Все воспитанники рады учиться в кадетской школе, однако там сейчас строительство. Временно они обучаются в 32-й школе во вторую смену. Обучение у нас идет, как и в обычной школе, но плюс есть профильные занятия для подготовки к военной службе. В прошлом году у нас по профильному направлению было на 2-3% больше, чем нынешние. Но в этом году у нас очень хорошо поступили по линии МВД. Также на мероприятии наградили почетными грамотами родителей, которые находятся на доске почета кадетской школы. Она обновляется в год 2 раза. Удостоены такой чести родители лучших кадетов. Ребята поклялись честью и достоинством носить имя кадета, упорно овладевать знаниями, строго соблюдать дисциплину и с гордостью относиться к своей будущей профессии. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Ласковые и близкие друзья малышей, открыватели мира прекрасного и большого. Все эти слова адресованы работникам дошкольного образования. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Страницы истории рассказывают, что первый детсад в России был открыт еще в 1863 году в Петербурге. Сейчас в Якутии работает 747 дошкольных образовательных учреждений разных форм собственности, в которых трудится 8 тысяч сотрудников и воспитываются более 65 тысяч детей. Для их развития внедряется федеральная программа, а также формируется современная образовательная среда. Сегодня в Доме правительства номер 2 состоялось торжественное мероприятие. В рамках него были вручены федеральные и республиканские награды самым лучшим работникам дошкольного образования. 35 лет педагогической деятельности, из них 23 года работаю методистом. Ну, у нас работа проводится в рамках проектной деятельности. У меня есть общественная нагрузка, я являюсь руководителем МО воспитатель якутских групп детских садов города Якутска. Ну, современный воспитатель должен быть позитивным, любящим детей, уметь общаться со всеми, да, с родителями, найти общий язык, да, с педагогами, с коллегами. Ну, радоваться жизни и каждый день развиваться и развиваться. В Якутске состоялась торжественная установка информационной таблички на объект культурного наследия «Памятник русским землепроходцам», основателям городов и сел северо-востока России. Памятники, прилегающие к нему территории, были приведены в порядок, и в День государственности республики была торжественно открыта табличка для посетителей с краткой информацией о памятнике. Основная миссия данного мероприятия – предотвратить уничтожение памятников истории и культуры республики. Данное событие прошло в рамках взаимодействия Русского географического общества и Департамента по охране культурного наследия. В целом состояние памятников по нашему городу, по нашей столице и в целом по республике вызывает очень много вопросов.
мы понимаем, что некоторые памятники не стоят на учете, на реестре по департаменту культурного наследия. И эта работа с нами вместе с этим департаментом проводится. Живой учебник по истории продолжает радовать якутян своими выставками и проектами. Новые экспозиции, открытые этим летом, погрузят посетителей в события как прошедших лет, так и происходящие по сей день. Подробности расскажет Марина Захарова. Наконец-то дошло до мысли о том, что надо установить канавязь. И это будет для музея «Моя история» новым экспонатом, правильно? Мы только по количеству экспонатов там зарплату считаем. Да, вот поэтому, коллеги, молодцы. Если установите следующий Сергей, это будет еще другой экспонат. Установку у двери исторического парка «Россия. Моя история» канавязи СРГ приурочили ко Дню государственности Республики Саха-Якутия. Выполнил ее Александр Павлов, считающий данное искусство просто своим хобби. Однако его канавязи украшают не только сооружения в Якутии, а во всем мире. Министр культуры отметил, что СРГ у порога музея – символ любви к своей родине. Традиция, что новые поколения обязательно сохранят из высокого чувства патриотизма. Сергей сегодня является одним из традиций народа Саха, который мы хотели бы, чтобы новые поколения якутян проносили через другие поколения, чтобы эта традиция воспитания нового поколения, она проходила дальше, как традиция доброжелательности, гостеприимства, как традиция нашего народа, который сегодня на территории Республики Саха-Якутия объединяет все народы. Летом этого года были открыты две выставки, посвященные как роли республики в истории России, так и самой Якутии, ее столицы в частности. Якутия Новороссия познакомит с героями специальной военной операции, покажет фотографии, видеоматериалы и оригинальные предметы, что успели поучаствовать в боевых действиях. А история в настоящем посвящена героической трудовой деятельности нашей столицы. Проект состоит из 4 блоков: город трудовой доблести, советская Якутия, Якутск сейчас и будущее Якутии, будущее Якутска. Хронологически он охватывает период времени с 1940 года по настоящее время. Собственно, как вы можете заметить, его также обрамляют рисунки якутского художника Василия Авраменко. Но в центре внимания, разумеется, конечно же, история самого города Якутска, находившегося далеко от линии фронта, и который сыграл, тем не менее, немаловажную роль в победе над нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. И эта выставка призвана показать населению, какая роль была у города Якутска, какая работа проводилась. И, конечно, экспозиции, составленные работниками исторического парка с особой тщательностью и теплотой, не могли оставить посетителей равнодушными. Меня больше заинтересовала история самого города Якутска, о том, что как проходила первые годы после революции. Буду впредь еще, если будет время, то я обязательно сюда приду, еще что-нибудь узнаю. Исторический парк является значимым местом для всей республики. Здесь мы учим историю своей родины. Здесь взращивается чувство патриотизма в сердцах молодого поколения. Впредь священная канавязь станет для населения напоминанием, что двери музея всегда открыты. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Очередное торжественное событие в области спорта. В Якутске открылся офис сразу 2 спортивных федераций. Федерации художественной гимнастики и Союза танцевального спорта. Теперь художественные гимнасты, кибальники и брейкеры смогут собираться в офисе и обсуждать планы по развитию своих видов спорта и не только. Это пространство должно нас всех объединить. Здесь должны рождаться самые лучшие идеи по развитию наших детей, по достижению высоких результатов, которые будут достойны нашего руководителя, амбициозную нашу Людмилу Валерьевну, которую мы благодарим за подобную возможность, за возможность развивать наши виды спорта, за возможность творить, созидать и прорываться к новым вершинам. Торжественное открытие посетили министр по физической культуре и спорту Республики Леонид Спиридонов, а также президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. Они отметили, что в преддверии 8-х международных спортивных игр это окажется весьма полезным для выполнения административной работы в части подготовки к крупнейшим юношеским соревнованиям. Все 3 направления федерации, которые здесь присутствуют, они включены в программу 8-х игр «Дети Азии». Я думаю, что в том числе этот момент он даст хороший импульс для того, чтобы, скажем так, с административной точки зрения подготовка спортсменов повысилась в разы. И в следующем году наши дети показали и принесли заветные медали в копилку сборной республики по 3 видам спорта.
Педагоги дополнительного образования провели для школьников района экологический брейн-ринг. Отборочный тур проходил в заочном формате. Финальная игра состоялась сегодня. Как она прошла, смотрите в нашем следующем сюжете. Финальный тур интеллектуальной игры «Экологический брейн-ринг» среди обучающихся прошли 5 команд. Это ученики среднего звена из школ Ленска, Витима, Пеледуя, Натуры и Южной НИИ. Эта игра интеллектуальная проходит уже второй год. В прошлом году у нас было поменьше заявок, но проходил в октябре, но ввиду транспортной системы не смогли участвовать школы из поселений. Именно поэтому нами было принято решение перенести интеллектуальную игру на более ранний срок, на сентябрь, и поэтому у нас в финале могут участвовать школы и команды с таких отдаленных поселений, как Витим, Пеледуй. С собой участники везли заранее подготовленные визитные карточки. Это было их домашним заданием. Капитаны в начале игры представили свои команды. Все визитки были разными. На наш взгляд, более интересной была у ребят из поселка Пеледуй. Они сами сняли социальный видеоролик, рассказывающий о проблемах экологии. Привет! Мне кажется, вас нужно переодеть. Ребята сами снимали, сами все придумывали, редактировали, репетировали, ставили танцы. Испытали огромное очень удовольствие от полученной работы. Во втором блоке «Якутия. Мой край родной» участники должны были на время ответить на вопросы о своем крае. Справились ребята неплохо, но все же на несколько вопросов ответить не смогли. Довольно проблематично было на них ответить. Ну, на несколько вопросов мы ответили, так что это тоже хорошо. Третье задание – экологический кейс. Каждая команда создала свой проект по решению экологической ситуации в том поселении, в котором они живут. Это задание было самым сложным. На него ведущие отвели целых 30 минут. В нашем селе Натура есть очень много металлолома. Когда ты едешь, сразу там где-то лежит металл. Очень много мусора. Хотим все вместе собраться и все убрать из Натуры, из реки и так далее. Просто мы проблему взяли как загрязнение нефтевыми отходами на реку Лену. И сейчас думаем, как это можно будет решить, как это можно будет расширить и какой будет результат. По итогам брейн-ринга победила команда ребят из поселка Пеледуй. Второе место у команды третьей школы города Ленска. Третье место досталось команде села Натура. Команды победителей получили дипломы, все остальные сертификаты участников и призы от спонсоров. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Масс-рестлинг готов покорять новые регионы и страны. Так, в начале октября в Чувашии пройдут всемирные студенческие игры по перетягиванию палки. В ноябре первенство России примет Суздаль. В соревнованиях будут участвовать масс-рестлеры от 12 до 21 года. С ноября стартует всероссийский спортивный проект «Вызов первых», где свыше 400 тысяч девчонок и мальчишек со всей страны попробуют свои силы в 52 спортивных направлениях, включая масс-рестлинг. Каждый школьник может принять участие. Финал проекта ожидают в Сочи в мае следующего года. На международном уровне перетягивание палки пройдет в Китае уже в следующем месяце. С 9 по 13 октября в провинции Хайнань состоится презентация масс-рестлинга на фестивале боевых искусств «Дружба». А в ноябре этого года национальный вид спорта Якутии увидят в Словакии. Город Брезно уже готовится провести у себя чемпионат Европы по масс-рестлингу. Буквально сегодня наш словацкий коллега встретился с мэром города Брезно, и они заявили о возможности принять чемпионат Европы по масс-рестлингу не только среди взрослых, но также и среди юношей и девушек 16-17 лет, а также принять еще абсолютное первенство континента. Российская сборная давно сформирована по итогам чемпионата России. Туда должен поехать второй состав. Заявили об участии такие страны, как Сербия, Грузия, Венгрия, Чехия. Порядка 8-9 стран уже заявили. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.